не померзло ли что-нибудь. Если это холодно, не померзло ли что-нибудь. Ну, как наступает зима, конечно, мы переживаем. Не лопнула ли батарея, все ли в порядке с трубами. Ну, потому что от этого зависит жизнь всей этой коллекции. Это ботанический сад в Бишкеке. Руководитель оранжереи Ирина Бондарцова каждый рабочий день начинает с проверки растений. В этом году исполнится 74 года со дня открытия оранжереи. Сейчас в ней насчитывается около 500 видов тропических и экзотических видов растений. Сначала это была просто теплица для выращивания растений. И целью не было, чтобы была эта оранжерея. Но по мере того, как вот, тут до меня и работало много энтузиастов, которые занимались выращиванием растений, то получилось так, что это стало оранжереей. А оранжерея – это как раз коллекция собранных растений. Хорошие растения, этот папоротник, например, он такой… Площадь оранжереи составляет 500 квадратных метров, и состоит она из 3 частей. Когда заходишь в сад, чувствуешь себя как в джунглях или тропическом лесу. Доктор биологических наук Ирина Бондарцова работает в оранжерее уже 50 лет. Большую часть времени она проработала именно здесь. Следить за растениями в стеклянной теплице ей помогают 4 сотрудника и кошка Анфиса. У нее тут мама была, она здесь родилась. Эта кошка, как сейчас, недавно я смотрела. Сейчас как в Эрмитаже, коты, да? Там и в музеях, в других. Ну, у нас тоже оранжерея, это своеобразный музей. Вот у нас кошка, это тоже достояние нашей оранжереи. Каждый раз День науки 10 ноября Ирина Бондарцова проводит в этом экзотическом для местных широт окружении. По ее словам, главная цель оранжереи – это коллекционирование растений и изучение того, в каких условиях они могут расти в Кыргызстане. Женщина, решившая когда-то стать ученой и посвятившая всю жизнь науке, огорчена тем, что некоторые коллеги уволились из-за низкой зарплаты. Устроиться вообще в академии было очень сложно, и работа эта была престижной. Ну и платили по тем временам, ну, в общем-то, наверное, неплохо. Так и осталось здесь работать, потому что работа с цветами – это интересная работа. И мне все время это нравилось. Ну так, и жизнь прошла, можно сказать. Кто приходит, вот 6 тысяч, там, 7 тысяч получает, конечно, это вообще ничто. И поэтому и не держатся-то, собственно, молодые. Оранжерея делится на 3 части – Африку, Юго-Восточную Азию и Южную Америку. Здесь растут бананы, пальмы, инжир, апельсины, грейпфрут, фуксии, монстера, фейхоа и другие тропические растения. Например, только у одного кактуса есть около 500 видов. Каждый год коллекция растений пополняется. Из-за этого в оранжерее не хватает места и рабочих рук. Галине Ульяновой, ухаживающей за экзотическими растениями и помогающей сотрудникам оранжереи, 74 года. Ее мама работала здесь, и она провела тут все свое детство. Проработав учительницей, она вышла на пенсию и уже 10 лет в качестве волонтера продолжает дело своей матери. А я любительница кактусов, суккулентов, вот всяких экзотических растений. Просто я общалась с работниками, узнала, что специалистов по уходу за специфический, это же специфический уход растений, суккуленты эти. И вот как-то я все это очень люблю, и поэтому постепенно стала сама пополнять эту коллекцию, потому что у меня и дома их много, и здесь они же размножаются. Вот так вот и мы их размножили до таких размеров. Вот этот вот кактус, гимнокалицум Михановича, ему уже, наверное, лет 8. И вот он летом не цвел, а сейчас решил зацвести. В полдень откроются у него розовые цветы. Гимнокалицум открывается в полдень, не с утра. В оранжерее есть сотрудники, которые работают здесь 50, 30, 20 лет. Самая молодая из них – 31-летняя Екатерина Сафонова.
Она устроилась сюда 11 лет назад после окончания колледжа. Ну, мне нравится вот алоэ. Это декоративное алоэ. Тут вот агава. Вот алоэ. Ну, они очень тоже красивые, они цветут. Ну, правда, у них такой цветок невзрачный. Вот агава мне нравится, она тоже очень красивая, они родственники с алоэ. Из нее корзинки, сумки плетут, и даже индейцы из нее нитки делали. С ними разговаривают, потому что они не могут сказать, не могут выразить словами, как человек, но они все понимают. Они также болеют, как люди, их также надо ядом обрабатывать. Они также могут умирать, также люди. Даже вот кактусы могут жить 30 лет, если их условия устраивают. Екатерина Сафонова проводит экскурсии для посетителей оранжереи. Но сюда мало кто приходит. Во время аварии на ТЭЦ в 2018 году лопнула система отопления, и теплица покрылась льдом. Погибло 1167 видов растений. Отопительная система нуждается в ремонте уже много лет. С этой стороны, с южной, юго-западной и с юго-восточной, вот, развалилось до такой степени, что тут опасно ходить. Этот подвал несколько раз затапливало. Вот не потому, что оно тут уж совсем, а его несколько раз затапливало и горячей водой, и холодной водой из речки, и канализационная система сюда текла, так что мы даже и не удивляемся, что тут, конечно, такое вот состояние совсем плачевное. Я вообще бы хотела, я вообще все время мечтала о том, чтобы построили новую. И несколько раз рисовала эти самые планы, как должно быть, какая должна вот в моем видении оранжереи, достойная города, достойная страны, ну, чтобы это было замечательно. И мне хочется это вовсе не для себя и не для собственного самолюбия, хочется, чтобы вот пришли люди, ах, как у них хорошо, и лучше, чем у нас. Вот, ну, в Алмате сделали, господи, в Минске какая замечательная оранжерея. В той же Украине, в Киеве, замечательная оранжерея. Бишкекский ботанический сад находится в ведении Кыргызской национальной академии наук. Руководитель ботанического сада Гуляим Донбаева отмечает, что с каждым годом молодежи, интересующейся наукой, становится все меньше. Нет людей, которые бы переняли знания этих специалистов и продолжили их дело. Если они завтра уйдут, то что будет? Кто будет работать? Ирине Бондарцовой уже 70 лет. Мать двоих детей не бросила науку и после распада Советского Союза. Вместе с работой в оранжерее она подрабатывала в других местах. Последние годы ее беспокоит вопрос: кто же продолжит ее работу? Ну вот я каждый раз думаю, надо уже вообще-то уходить, потому что ну, с каждым годом все-таки возраст свое тоже требует. Но потом подумаю, что на кого это оставишь, кто это будет делать, никто. И вот что смены нет, это очень, очень плохо. Уходили люди, но как-то вот было кем заменить. А сейчас не знаю, как это будет выглядеть.